В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Елена Хамхоева. Здравствуйте. По данным на 23 июня на территории 16 регионов России ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива. В Крыму и Севастополе, где дефицит из-за перебоя поставок начался еще в мае, полностью приостановили продажу топлива. Исключение сделали для госслужб. Еще в 4 областях ввели ограничения на региональном уровне. В их числе Омская область, где можно заправиться только в бак авто. На АЗС лимит на бензин установлен на уровне 40 литров, на дизельное топливо 80 литров, а на трассовых заправках 40 литров для бензина и 200 литров для дизтоплива. Власти ряда регионов опровергли ограничения и связали кратковременные перебои на АЗС со всплеском ажиотажа. На АЗС Роснефти нет ограничений по заправке автомобилей. Компания поставляет на внутренний рынок почти все нефтепродукты, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистра, а баки заправляем нормальным образом, сказал он. По его словам, заправки продолжают стабильно работать. Сечин также отметил, что Роснефть гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности и сельскохозяйственных компаний. 16 июня временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива установила Татнефть. На горячей линии компании сообщали, что оператор ввел лимиты отпуска топлива: бензин до 30 литров в одни руки, дизель до 60 литров, а дизель для грузовых автомобилей до 300 литров. На следующий день Татнефть отменила введенные лимиты. Кабмин разработал комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным. По вашему поручению правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях, заявил вице-премьер. В частности, власти рассматривают полный запрет на экспорт дизтоплива, рассказал Новак. Он напомнил, что в России уже введен запрет на экспорт авиакеросина и бензина. Правительство России утвердило национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы. Национальный план развития конкуренции включает в себя меры в 8 сферах экономики: АПК, IT и телекоммуникации, финансовые рынки, здравоохранение, транспорт, промышленность, торговля и туризм. В рамках плана предусмотрен ряд общеотраслевых мероприятий и мероприятий по развитию антимонопольного контроля. Среди них ежегодная деятельность по выявлению и пресечению картелей, разработка регионами дорожных карт. О том, как исполняет национальный план наша республика, далее в интервью. В гостях у нас сегодня министр экономического развития Республики Ингушетия Исрапил Гиреев. Приветствую вас в студии нашей программы. Какие элементы агентства стратегического развития вы считаете ядром для достижения изменений именно для предпринимателей? Региональный инвестиционный стандарт 2.0 изначально разработан Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке учитывались лучшие практики регионов. И инвестиционный стандарт 2.0 направлен на улучшение условий ведения бизнеса, на улучшение условий взаимодействия предпринимательского сообщества, инвесторов с органами власти. Ядром данного стандарта можно назвать основными элементами: это агентство развития. Функции агентства развития на сегодняшний день нашей республики выполняет наше министерство. Это инвестиционная карта, где каждый желающий может посмотреть, перейдя по ссылке, какие у нас в регионе есть промышленные площадки, какие инвестиционные проекты реализуются. Это инвестиционная политика, это инвестиционный стандарт, который возглавляет глава Республики Ингушетия. Это у нас инвестиционная декларация, это у нас инвестиционные предложения. Ну, наверное, эти 7 основных элементов являются ядром данного стандарта, и они направлены на снижение административного барьера. Самое главное — снижение административной нагрузки на бизнес. Да. В целом стандарт направлен на улучшение
и условий ведения бизнеса. Лучше. Как у нас в регионе, так и по всей стране. Здесь и процедуры, и цифровые каналы, и коммуникации, все туда Да, и включается. забыл еще добавить, основным Упрощение ядром просто, также да? является канал обратной связи. Немаловажно, то есть здесь всегда мы на связи с нашим бизнес-сообществом, с предпринимателями, с инвесторами, где они могут обозначить свой вопрос. Это посредством письменного обращения, посредством размещения обращения на сайте. Они могут позвонить, всеми удобными для бизнеса условиями, методами. Они до нас могут достучаться, и мы обязательно отвечаем. К большому сожалению, вообще наше бизнес-сообщество, хотя в последнее время картина выглядит иначе, не умеют пользоваться вот этими льготами и условиями, которые предоставляют им государство, в том числе сейчас данный стандарт Агентства стратегических инициатив. Вот как доводить до бизнеса то, что очень многие процессы сейчас оптимизировались, и сокращение нагрузки здесь колоссальное на бизнес, но все-таки, наверное, какая-то неинформированность это наших предпринимателей или что? Я бы не сказал, что они не умеют пользоваться данным ресурсом. По сути, дорожная карта национальных моделей ведения бизнеса направлена, как мы уже говорили, на снижение это и сроков оказания услуги, и количество процедур. То есть две составляющие основные. То есть если сегодня у нас на подключение электроэнергии, на подключение водоснабжения, на водоотведение, на подключение к газовым сетям, на получение разрешения на ввод объектов эксплуатации, на получение разрешения на строительство. Есть определенное количество шагов и есть количество дней, за которые эта услуга оказывается, то именно дорожная карта направлена на сокращение как сроков, так и самих услуг. То есть вообще в идеале одно обращение, одна оказанная услуга должна быть. Один плюс 0 плюс 1. То есть такое есть условное обозначение. А что насчет цифровых каналов и коммуникации? В том числе и подключение и к интернету. Это все входит в дорожную карту. Сокращение сроков, скорость мобильного интернета, мобильного и оптоволокна интернета. Израиль Владимирович, как в Ингушетии организована связка национальная модель цифровых условий ведения бизнеса, стандарт Агентства стратегических инициатив и региональные планы? Получается, дальше уже в цепочке идет дорожная карта. Как все это взаимодействует? Да, в дорожной карте, по сути, у нас 280 мероприятий прописано. Это 80 так скажем, показателей, но из них важно выделить 24, которые наш целевой показатель. Это основные, определены по всей Российской Федерации, наиболее востребованы. Так скажем, 24 показателя приоритетные, на что нужно обратить внимание. И сама дорожная карта, она у нас разработана до 2030 года. С описанием и исполнителей, и сроков исполнения, и ожидаемого результата. Взаимодействие именно в вашем вопросе было, да? Да. Взаимодействие. Как все это связуется, эта цепочка? Понимаете, за каждой услугой есть ответственный исполнитель. Это, по сути, командная работа всех органов исполнительной власти, то есть оказание одной услуги, либо не оказание одной услуги, она за собой, как снежный ком, может в дальнейшем привести к увеличению сроков оказания этой услуги. То есть здесь важна командная работа органов власти. Мы при разработке данной дорожной карты неоднократно, несколько раз собирались, уточняли реальность оказываемых услуг, реальность сроков. То есть каждый выносил свои замечания. Тут важно учитывать, в одной услуге может быть несколько министерств, ведомств задействовано. Да. Поэтому важность синхронности и командной работы при оказании данной услуги.
В чем, на ваш взгляд, ключевое различие между задачей выполнить мероприятие и задачей изменить условия? И как это проверяется у нас в республике? Но задача выполнить мероприятие, мы понимаем, что есть мероприятие, которое должно быть выполнено. Условно говоря, подключение, допустим, энного объекта к водопроводу, либо создание водопровода в республике. Есть задача, есть сроки выполнения, и эта задача, это мероприятие будет выполнено. Второе, изменение условий, то есть это уже больше направлено на качество оказываемой услуги. То есть сегодня технологии меняются, то есть изменение условий оказания услуги, это может быть замена стальных, чугунных труб на полимерные, у которых больше срок использования, то есть это услуга, это выполнение мероприятия, которое в последующем не потребует возвращения к оказанию этой услуги, к проведению этого мероприятия, то есть то же самое можно... То есть качество на начальных этапах получается... Качество, в том числе, это замена человеческого ресурса на роботомеханизированное оборудование, которое может ускорить скорость производства. Это повышение квалификации мастеров, допустим. Это совокупность. То есть оказание мероприятия – это сам факт проведения работ, а улучшение – это все-таки больше стратегический подход в решении данной задачи. Да. Мероприятие – это тактика, Да. а улучшение – это стратегия. Да. Какие критерии вы используете, чтобы понять, что мера действительно снижает административную нагрузку? Вот получается, есть мероприятия, которые просто меняют саму форму предоставления процедуры, да, а здесь вот по факту, что административная нагрузка действительно снизилась. Как вот это понять? Есть агентство стратегических инициатив. Ежегодно они определяют оператора, который будет проводить опрос предпринимательского сообщества, опрос инвесторов. Ежегодно они также запрашивают респондентов, которым была оказана та или иная услуга. То есть они для начала формируют для себя ресурс, с которым будут работать по опросу. И агентством ежегодно проводится опрос именно бизнес-сообщества. То есть у них есть пул вопросов, и они определяют количество, сколько шагов вам потребовалось на оказание той или иной услуги, сколько у вас ушло времени, удовлетворены ли вы ведением бизнеса в данном регионе. То есть это одинаковый пул вопросов, он задается всем предпринимателям по всей стране, у них нет подхода определенного. На каких площадках вообще задаются эти вопросы, где вообще взаимодействуют это предприниматели? Анкетирование приходит на электронные адреса данного предпринимательского сообщества. То есть, когда идет сбор респондентов, там обязательно в порядке должна быть указана электронная почта респондента, телефон, как рабочий, стационарный, мобильный. И также есть еще непосредственно опрос в ходе живой беседы. Да, есть такие выездные группы у них, которые могут подъехать на любой строящийся объект, промышленный, переговорить, узнать. И на основании этого опроса формируется уже массив, из которого уже будет видно, сколько у нас ушло дней на подключение к сетям. В целом по региону, в среднем, приводит в среднем. И что примечательно, есть еще анализ сравнения с предыдущим годом. И здесь мы можем видеть динамику, улучшилась у нас ситуация, либо ухудшилась. И результаты этой работы ежегодно озвучиваются на Питерском экономическом международном форуме. Результаты исполнения дорожной карты, да? Результаты анкетирования. Вообще, то есть, или же да, конкретно этого вопроса, который мы сейчас поднимаем? Да, национальные модели ведения бизнеса. И формируется рейтинг регионов, присваивается бальная система, и мы там можем отслеживать по каждой услуге, то есть каждая услуга состоит из подуслуг, и там мы видим, где мы проседаем. Мы видим, где у нас улучшилась ситуация. Мы можем уже дальше работать и с ответственным исполнителем в нашем регионе. Кто у нас является ответственным исполнителем?
Ну, по каждой услуге у нас определены Отдельно. свои, да, ну, допустим, электроэнергия, это энергетики, водоснабжение, это наш оператор, Да. единый оператор водоснабжения. Ну, и там много вопросов. И важно еще заметить, что при опросе есть вопросы в целом удовлетворенности граждан состоянием дел в регионе. То есть наличие спортивных площадок, наличие детских площадок, наличие вопросов с контролирующими органами, сколько визитов в течение года осуществляли контролирующие органы. То есть они все это учитывают, так как это вся нагрузка на бизнес-сообщество. И формируется уже итоговый результат по национальной модели ведения бизнеса. А вот визиты федеральных контролирующих органов, вообще как они происходят? Это по нашему региональному запросу или все-таки есть какой-то план, что вот Ну, у год-два каждого раза? контролирующего органа есть свой алгоритм работы, у них есть свои методические административные регламенты, в соответствии с которыми они должны проводить работу. В основном в последнее время упор делается на то, что профвизитов должно быть больше. Все-таки, да, Почему? контрольно-надзорные органы, но все равно, чтобы, в кавычках говоря, не кошмарить бизнес, сначала должны быть профвизиты, то есть они должны приходить, разъяснять, они должны объяснять бизнесу, предпринимателям о действующих нормах законодательства, то есть не штрафовать их сразу при первом же визите, а сначала сделать профвизит, посмотреть, как построена работа. Нужно их нацелить на обеление своего бизнеса, на то, что они должны выполнять в соответствии с нормами законодательства. Поэтому в последнее время, последние 2-3 года приветствуется именно проведение профвизитов контрольно-надзорными органами. То есть это тоже входит в национальные модели ведения бизнеса. То есть там упор делается на то, что должно быть больше профвизитов. Национальная модель строилась и совершенствовалась для того, чтобы в первую очередь облегчить условия для ведения бизнеса. Совершенно верно. Да, чтобы оптимизировать определенные услуги, да, чтобы были доступны цифровые каналы, чтобы наладить коммуникацию. Все-таки, наверное, это имеет какое-то взаимодействие, если предоставить бизнесу определенные условия, да, комфортные условия, то здесь уже, наверное, все-таки должен снизиться процесс теневой занятости, вообще теневого бизнеса. Ну, Имеет, да. в том числе у нас в регионе и есть ряд принятых нормативно-правовых актов, которые способствуют упрощению ведения бизнеса. Как вы уже знаете, и Владимир Владимирович Путин на последнем, на крайнем питерском форуме озвучил, что, допустим, для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, планировалось установить предельный объем выручки на 2026 год 20 миллионов с последующим понижением. У нас в основном осуществляют свою деятельность микропредприятия и малые предприятия, потому что средние предприятия считаются с выручкой до 2 миллиардов рублей, от 800 миллионов до 2 миллиардов, таких у нас мало. Дорожная карта национальной модели – это, получается, 280 мероприятий. Да. И как вы превращаете их в понятную управленческую модель? Самое важное, да, есть определены ответственные исполнители, есть сроки, то есть сроки оказания услуги, допустим, если сегодня в среднем по региону энная услуга оказывается за 88 дней, то к 30 году мы должны достичь того, что эта услуга будет оказываться за 42 дня. Ну, образно, да, там по каждой услуге есть свои сроки, мы их все перечислять не будем. Есть сроки, ответственные исполнители, сами мероприятия, которые необходимо провести. И самый важный элемент в этом – это конечный результат. То есть то количество дней, за которые должны оказываться те или иные услуги, и количество сокращения непосредственно самих услуг. То есть если я сегодня должен получить разрешение на строительство, то нужно сократить как сам набор документов, да, пакет документов, так и
предшествующих этому сбору пакета документов какие-то иные услуги. В этом и есть цель самой дорожной карты. То есть, и здесь важно, как мы уже говорили, синхронная работа задействованных в данном процессе всех органов исполнительной власти. Вот это основной ожидаемый результат от внедрения данной модели ведения бизнеса. Как вы считаете, KPI, который нельзя потерять, какой показатель направления чаще всего становится уместным для всего результата? Там важны все мероприятия, потому что они все взаимодействуют между собой, взаимосвязаны между собой. Основные 24 показателя, они все-таки как-то выделены в отдельную группу. Вот на эти 24 показателя необходимо обращать внимание. Это все-таки больше, наверное, вопросы, связанные с подключением, это вопрос, связанный с ресурсоснабжающими организациями и с организациями, которые сегодня выдают разрешение на ту или иную деятельность. Сегодня важно, допустим, сократить сроки по техпрису, да, техническому присоединению, да, построенный завод, фабрика, объект, который мы должны подключить к сетям. Если у нас здесь идет уже задержка, соответственно, у нас сдвигается срок и по вводу объектов в эксплуатацию, и нарушается график проведения работ. Ну, получается, один исполнительный орган где-то не доработал, и вот весь результат он теряется. И в конечном итоге это сказывается на затягивании сроков ввода в эксплуатацию. Цель создания любого предприятия – это извлечение прибыли. Да? И сегодня, если у нас идет затягивание сроков по вводу данного, так скажем, предприятия в эксплуатацию, он уже должен начать 1 июля, но у него идет задержка, он не может, соответственно, ввести объект в эксплуатацию, если, то последующие, даже те соглашения, которые у него есть с партнерами, поставка сырья, оборудования, это все затягивается. Сарапил Мусаевич, если назвать один измеримый результат, который вы хотели бы видеть, скажем, к 2027 году, именно вот по вашей линии, что это будет и чем он должен подтверждаться? Если говорить по нашей линии Министерства экономического развития, это все-таки улучшение инвестиционной привлекательности, которая выражается все-таки в росте инвестиций в регион. Мы 2025 год закрыли с положительной динамикой, мы выполнили плановое значение, которое было установлено на федеральном уровне. То есть, если говорить по моей непосредственной функциональной работе министерства, то этот показатель – это улучшение инвестиционной привлекательности и увеличение внебюджетных средств в качестве инвестиций в регион. Напомню, что сегодня у нас в гостях был министр экономического развития Республики Ингушетия Исрапил Гиреев. Спасибо вам, что нашли время и пришли к нам на программу. Спасибо, Барку. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Радик Калашмяш Дахлчу.